Урметлі достар, yayınımızны devam etemiz. Endi aytganimiz gibi, siz endi erken anladınız. Bizim studiyamızda misafirler, olar doğan gününü kaydettiler. Nasıl bu misafirler? Nasıl bu doğan gün? Neler olup geçti? Şimdi nevbet ile öğrenemiz. Saygılı dostlar, bizim studiyamızda Fidan oyun ansamblının rehberi Aziz Mustafayev ve Fidan oyun ansamblının oyuncuları Emil İsmailov ve Emilia Aşikova. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk, sağ olunuz. Birinciden bayram hayırlı olsun. Doğan günler hayırlı olsun. Sağ olunuz, sağ olunuz. Как настроение? Праздничное? Настроение праздничное, отличное. После концерта вот все, не можем прийти в себя. Все, эмоции. Атмосфера праздника продолжается. Да, да. Но, насколько мы знаем, концерт все-таки вот без самой главной, наверное, составляющей вот все-таки прошел. Зрителей, к сожалению, но не было. К сожалению, не было зрителей, но были наши родители, которые привели, детей подготовили к этому, и зашли в зал, и поэтому все-таки какие аплодисменты у нас были. Поэтому, несмотря на это, все дети, конечно, все выкладывались на полную, потому что это такой большой концерт, первый наш отчетный большой концерт, и поэтому все, и дети, и мы старались сделать это вот по полной, как мы это можем. Эмиль, в этот вечер много танцев станцевал? Да. Сколько? 6. 6? Ого, не устал? Устал, Нет. ладно. Как и все запомнить? Сложно? Нет. Долгие годы репетиций? Да. Эмилия? Какие танцы ты танцевала на концерте? Эмиль Джилял, Айсар, Ага, потанцовку, Асия Сейлен Ирмана Балича ага. Так, 3. и Явлухойна. О, это Машаллах. красиво. Машалла. 3 года прошло, Азизбей. Да. Все-таки 3 года это такой вот уже осознанный, да, период, то есть деток уже достаточное количество прошло обучения. Какие итоги можно провести, вот именно подвести, вот исходя трехлетия, может, этого года? Этот год вообще в принципе сложный был, к нему можно вообще больше внимания уделить. Если за 3 года, конечно же, начнем за 3 года. За 3 года, что мы вот открыли 4, так сказать, филиала. То есть в Симферополе студия, в Кезлеве у нас студия, в Гвардейском у нас вот недавно открылась где-то полгода назад, и в Добром тоже полгода назад, и уже дети приняли участие в этом концерте. Этот год, конечно, был сложный. Почему? Потому что почти 3-4 месяца мы просидели все на карантине, не занимались, не было никаких выступлений, ни конкурсов, и мы скучали по этому, и дети, конечно же, скучали. Расслабились, наверное. Расслабились. Мышцы расслабились. Мышцы расслабили, кто-то поправился, О, разленился вообще, но как нам разрешили выйти на работу, мы плотненько вот это все собрали и начали готовиться к концерту. Вот. На протяжении какого времени готовились к концерту? Концерт. Вообще разговоры о концерте шли у нас. Просто мы не знали, как в этот период все сделать. А вообще вот назначили дату где-то 2 месяца назад. Мы встретились с ребятами, то есть у нас в каждом городе руководители встретились, поговорили, что надо сделать, потому что дети просто от репетиций тоже устают, надо что-то сделать, чтобы у детей появилось больше желания отдаваться танцам. Стимул, да? Да, чтобы был стимул какой-то. И поэтому вот в течение вот этих, наверное, 2 месяцев мы готовились, репетировали все вот это вот, организационные моменты. И вот прошло. Я надеюсь, мы это увидим, конечно, уже в видеоформате, когда это все выйдет, как оно получилось, и потом уже будем делать какие-то выводы, что и как. Да, но судя по различным публикациям и историям в социальных сетях, праздник удался. Да. Действительно, и концерт удался. Праздник удался, все было
классно. Больше получили, конечно, удовольствие были дети, которые вообще первый раз выходили на сцену. Сколько им лет? Начиная от 3 лет и выше. Ого. То есть самые маленькие это были дети от 3 до 5 лет. То есть там было и счастье, и слезы мы видели, когда говорим камера, мотор, а здесь что-то не получается, и ребенок просто он начинает плакать и Волнение, да. не понимает, что дальше делать. Но благо того, что это съемка, можно было успокоить, давайте еще раз. То есть такие моменты тоже были. 4 филиала, вы сказали. Да. Вот в целом, приблизительно, сколько это детей? На концерте, если брать вот последний концерт, 300 человек детей приняли участие на концерте. Это были вот с 4 филиалов дети. Примерно по 75 детей в каждом филиале. Если бы так в среднем разделить, да, то, в принципе, может быть. Балар, вы как давно занимаетесь танцами? Как пришли? Сами ли захотели танцевать? Либо это родители предложили? Как вы Рассказывайте. решили? Эмиль, ты как решил танцевать? 3 года я уже занимаюсь и решил... Анашка сказала то, что открылась такая студия «Фидан». Я решил пойти посмотреть, что это такое вообще, что... И мне очень сильно понравилось. И начал заниматься. Нравится даже до сих пор. Хорошо. Эмилия? Тоже занимаюсь танцами 3 года. Ну, я ходила до этого на танцы, но потом бросила. Не понравилось туда ходить. И вот пришла в Фидан, и очень нравится ходить. Получаю удовольствие. Это самое главное. Расскажите, как проходят ваши репетиции? Ну, репетиция происходит позитивно. Делаем разминку, потом переходим к танцу. Долго танцуете? Долго репетируете? Вот это репетиция, вот это все? 2 часа. 2 часа? Ну, проходит они очень быстро. Да? Для меня 2 часа это вот, у нас тоже эфир 2 часа, он тоже очень быстро проходит, но все равно 2 часа это действительно много, а тем более это физический труд на самом деле. Руководители строгие, честно скажите, наказывают? Ни разу не поругал, что ли? Хороший воспитатель. Азизбей, все-таки воспитывать детей, да, это очень тяжелый труд. Я в этом в свое время сам неоднократно убедился. Вот на самом деле вот сейчас обучать танцу, популярно ли это? То есть дети приходят все чаще и больше их становится или нет? Или как вот тенденция? В данный момент, конечно, это стало популярно, и это, конечно, большой плюс, что наши дети приходят на танцы, поддерживать в первую очередь, на крымско-татарские танцы, чтобы поддерживать культуру своего народа, изучать, это, конечно, большой-большой плюс. Конечно, не каждого ты сможешь обучить, и не каждого ты можешь довести до больших сцен, не каждому, да, это. Но мы стараемся, соответственно, каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Это все, как-то их надо завлечь, как-то с ними нужно, помимо того, что, допустим, как у нас, помимо того, что мы как тренер и ученики, нужно общаться еще помимо зала как-то. Как больше, агашка. Да. Я, допустим, с ними я знаю, что вот если мы в зале, я могу там и поругать, и накричать, то после репетиции мы можем вот просто, Эмиль Кадам, вот даже с Эмиль Олсон, Ким Олсон, мы можем общаться, то есть уже на какие-то более другие темы, там, про школу, еще про что-то. Вот, то есть так. То есть обида, грубо говоря, остается вот какая-то, если она есть, то она должна остается в зале. То есть мы четко понимаем, что в зале во время репетиции я педагог, дети ученики, то когда мы вне тренировки, мы можем общаться более как ага. Все, с детьми возраста, например, Эмиля и Эмилии, понятно, да? Но вот как быть с малышами, которые только приходят? 3 года, да. С малышами там все происходит, честно говоря. Некоторые в этом возрасте еще даже не разговаривают полностью. Поэтому с ними происходит более все очень, так сказать, мимимишно. Там все-таки сначала нужно найти подход, да? Там главное, чтобы не заплакал ребенок. Потому что... Заплакал один, остальные поддерживают.
бывает такое, что если один ребенок просто дал там слезинку, там начинается коллективное. Да, я это знаю. Поэтому с ними проводится больше всего в игровой форме, конечно. То есть мы что-то учим, но это более в игровой форме, мы с ними играемся, и у них занятие идет не 2 часа, а час времени. Чтобы они не уставали, потому что это все-таки маленькие дети. Да. Концерт прошел, успешно прошел, можно выдохнуть, но тем не менее, как будет дальше продолжаться работа, к чему будете готовиться? Сейчас в планах подготовка к такому же концерту с Metal, если это все получится и все будет хорошо, то в планах в сентябре месяце такой же концерт дать в Гезлеве. Вот. А потом дальше больше. Надеемся, что ситуация наладится, да, и все-таки основной, да, пункт, как мы сказали, концерта — это зрители, это их эмоции, и надеемся, что уже в будущем будет возможность для зрителя поставить концерт. Хайырлы яшлар олсын. Мы очень сильно надеемся, да, что вот сегодня еще будет подарок от ребят, потому что они так красиво одеты. Я думаю, наверняка будет какой-то танцевальный подарок. Чоқ сауыңыз келгеніңіз үшін Фидан ансамблін хайырлы яшлар дейміз. Әлбетте, да чоқ мына бөлек гүзел балачықларны остырмеге Алла қысмет етсін. Чоқ сауыңыз. Урметті достар, енді аңлағаныңыз КБ студиямызда бір қаждақадан ойын олacak. Әлбетте, ама бұндан евел келіңіз бір қаждақалық рубрикамызны бақайық, соңрайсы Фидан ансамбльден бізге бақшыш олacak. Büyük alkışlar elbette Fidan ансамблінің oyuncularına. Biz ise hürmetli dostlar yayınımızı devam etemiz ve növbeteki kısmımız sizin diqqatinizga buyurunuz.